Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите очередной выпуск моей программы «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня я буду беседовать с экс-депутатом парламента Республики Молдова Петром Влах. Петр Петрович, здравствуйте. Да, добрый день. Уже стало такой хорошей традицией, что мы с вами постоянно через месяц встречаемся, обсуждаем те вопросы, которые... Спасибо, хоть приглашайте. Пока не поменялась власть на ГРТ, они не то, что не поменялась, пока они там не убежали. Я вижу по тем просмотрам в социальных сетях, которые набирают наши программы, я убеждаюсь, что это все актуально, что людям интересно ваше мнение. А людям интересно всегда мое мнение, потому что некоторые люди это приветствуют, потому что я говорю всегда правду, а те, которые слышат правду о себе, они обычно запасаются валерьянкой, и некоторые сознание теряют. Ну ничего страшного, мы их приведем в чувство. Вот мы с вами встречались за день до того, как сформировалась коалиция между партией социалистов и блоком АКУМ. Помните, и вы тогда сказали, что или эти две партии объединяются, или их ждет сядут в тюрьму. Да, примерно так. Так вот, это произошло. Я знаю, что вы в близких, хороших отношениях с Майей Санду, потому что вы были с ней в одной партии раньше. Знаю, что вы поддерживаете отношения с Андреем Настасе, лидером партии «Да», платформа «Да». Вот мне интересно, они с вами как-то советуются, спрашивают о положении дел, что творится, что происходит в Гагаузии, по гагаузским вопросам? Как-то вы общались с ними? Ну, с Майей мы действительно были в ЛДП вместе, я был депутатом парламента, она была министром образования. И, кстати, будучи она министром образования, мы по Гагаузии тогда смогли сохранить педколледж, не просто сохранить, но еще и добавить туда еще специальности для того, чтобы побольше детей было обучались в нашем педколледже имени Чекера. Хотя тогда стоял вопрос о том, что объединить педколледж с Камрадским университетом в связи с тем, что там повторяются профессии. Ну и здесь как бы пытались доказать мне и министру тогда образования Майе Санду, что лучше высшее образование, чем среднетехническое, среднеспециальное. Хотя лучше получать профессию сварщика или токаря, или же того же сантехника, и иметь среднеспециальное или среднетехническое образование, чем иметь высшее юридическое и стать слесарями-сантехниками. Я им тогда это объяснял, что если люди, которые хотят после 9-го обучаться, они должны обучаться после 9-го. Не у всех есть возможность сразу поступать в университет. И это правильная система была при Советском Союзе, и сейчас, если оно где-то есть и продолжается, это я считаю, что это правильная система. Что касается Андрея Настасия, да, мы общаемся, не просто общаемся, я состою в партии «Платформа Да», я вхожу в совет, в Национальный совет партии «Платформа Да». Андрей Настасия является председателем партии, куда я вхожу. То есть вот такие у нас отношения. И естественно, что если есть какие-либо вопросы по автономии, да, конечно, мы советуемся, мы общаемся. Но поверьте мне, что Гагаузия для того же Андрея Настаса, для Майи Санду была долгое время закрыта в плане того, чего? В плане того, что ситуация, которая была в Гагаузии, где все кричали только коммунисты, потом социалисты и так далее, потом в одно время подхватили эстафету демократы, начали кричать, что они там в Гагаузии что-то строят, что-то делают. За демократов никогда не голосовало больше 10%. Ну и слава богу. Слава богу. Ну, я уже думаю, что вообще за них никто не будет голосовать. Это партия вне закона, их надо объявлять и выгонять вообще из страны, чтобы не было. Те, которые остались, лидеры уже убежали. Поэтому, естественно, что для Майи Санду, что для Андрея Настаса Гагаузии это интересно не только как в электоральном плане, в случае в день выборов или еще каких-либо, но сам факт того, что есть такая автономия в Республике Молдова, она уже интересна, и я думаю, что именно Майя Санду, именно Андрей Настаса, именно вот эта коалиция, которая сейчас собралась и есть в парламенте, вот это большинство социалистами, мы все вместе сможем и с исполкомом Гагаузии, и с Народным собранием Гагаузии мы сможем все те полномочия, которые в течение последних 4 лет были, так скажем, переведены из Гагаузии в Кагул, там другие районы, все-таки мы сможем убедить нынешнее руководство страны для того, чтобы Гагаузия была не только на бумаге, но она была, как прописано в статусе Гагаузии, если эти деконструированные службы
есть в Гагаузии, они не назывались деконцентрированными службами Республики Молдова, а чтобы они были службами, которые подчиняются и исполком, и Народному собранию Гагаузии. Я думаю, мы к этому придем, и именно эта власть это сделает. У меня был этот вопрос, но вы меня опередили. Я вот хотел бы у вас как бы более подробнее об этом спросить. Вот мы знаем позицию партии социалистов по гагаузским вопросам, по законопроектам, которые призваны укрепить полномочия и статус Гагаузии по деконцентрированным службам. Не раз лидеры этой партии заявляли о том, что они поддерживают позицию властей Гагаузии. В блоке АКУМ есть ли такое же понимание этих вопросов? Ну, допустим, вот налоговую вернуть в Камрад. Поддержит эту идею? Послушайте, я сейчас не готов ответить на этот вопрос, так как я уверяю, что вы то же самое не знаете, социалисты готовы поддержать это или нет. Это довольно такой политический вопрос, который будет решаться на уровне министров, на уровне депутатов, на уровне той коалиции, которая сформирована сегодня в Республике Молдова. Мы с вами можем только гадать. Я сейчас такой же роли, как его, я могу только гадать, будет этого или не будет. Но я не хочу ввести в заблуждение население Гагаузии, и тем более разозлить ту коалицию, которая сегодня есть. Если я сегодня начну говорить о том, что социалисты плохие, а АКУМ хороший, или наоборот, поверьте мне, что я буду соучастником того, чтобы вернуть демократов обратно к власти. Я не собираюсь этого делать. Я думаю, что этот вопрос будет на повестке дня, и я думаю, что к этому вопросу они отнесутся серьезно, более профессионально, как те, которые сделали все возможное, чтобы забрать отсюда все службы. Правительство Республики Молдова сменилось, пришли новые министры, новый премьер-министр, но в регионах, в том числе в Гагаузии, во всех ключевых учреждениях, которые подчиняются республике, остаются руководителями те люди, которые были назначены по протекции, по рекомендации демократической партии. Когда же, наконец, будут эти люди назначаться по профессиональным критериям? И какой срок займет освобождение этих людей от должностей? Ну, я вас понял. Я думаю, что процесс все-таки этот, который пошел по всей Республике Молдова, он затронет, конечно же, и Гагаузию, потому что мы знаем прекрасно, что на всех службах, которые есть в Гагаузии, Молдова, Гагаузгаз, там, почта, телеком, другие службы, которые подчиняются Кишиневу, деконцентрированные, я имею в виду, они все ставились на работу путем того, что если ты член... Политическая лояльность. Да, вот я в 2013 году высказался один раз журналистам, мне задали вопрос, вот когда попытались сделать переворот в Гагаузии, когда 19 депутатов, помню, когда отправляли в отставку Формузала и пытались там назначать своих уже исполняющих обязанности башканами и так далее, тогда в парламенте поднял этот вопрос и журналистам сказал, что, уважаемые журналисты, ситуация в Республике Молдова, да и в принципе и по всей Гагаузии, как в фильме, как этот фильм называется, ну, сейчас помню, вот когда «Джентльмен удачи», вот когда украл, выпил в тюрьму, я тогда сказал, что по всей республике, особенно в Гагаузии, украл, выпил в ДПМ, потому что прокуроры ихние, суды ихние, и они... Кроме того, им за это еще и давали должности. Вот на сегодняшний день, если посмотреть по деконцентрированным службам, вы обратите внимание, что не рядовые работники сегодня выходят и поливают грязь там руководство автономии, там председатель Народного собрания или башкана Гагаузии, или еще какие-либо структуры власти Гагаузии. Сегодня именно этим занимаются руководители. Руководители, которые... кто-то находится за судом, у кого-то идет уголовное дело в процессе, у кого-то там уже есть приговор, но в связи с тем, что он в ДПМ, его пока не трогали и так далее. Поэтому, само собой, что эти люди будут писать заявления, они уйдут, и не только вот эти. У нас есть и спортивный лицей региональный в Камрате, который, опять же, из государственного школьного учреждения превратили его в логово ДПМ и логово... Но не уходят пока, Петр Уйдут, Петрович. никуда не денутся. А уволить человека по закону не так-то просто. У них наверняка есть контракты долгосрочные, там, на несколько лет. Ну, само собой, что они будут уходить согласно закону. Не просто, что вот не так, как они приходили, там, так, ты уволен, ты, если не уволен, все, там, пощечину, там, били и так далее. Это же было такое, давайте вспомним.
Поэтому и спортивный лицей освободится. Я думаю, что директору уже пора отдыхать. Там, сколько он уже там, 16 лет сидит. И по сей день дети в комнате по 10-15 человек в двухъярусной койке спят. За 16 лет можно было бы этот спортивный лицей сделать, имея отношение и принимая Башкана Гагаузии как руководителя Гагаузии, а не как оппонента Николая Дудоглу. Если бы у директора было бы другое понимание и другое отношение к спортивному лицею и к детям, а не просто там как кормушку держать для того, чтобы кормить Дудоглу после всяких его выборов и так далее, или же там устраивать какие-то пьянки, после чего Дудоглу избивал там сторожей. Вот если бы он этого не делал, а делал бы совсем другое, занимался бы именно хозяйственной частью, думал бы о детях, то поверьте мне, что там было построено новое общежитие бы для детей. Дети бы спали по двое, по трое бы в комнате, а не по 20 человек в двухъярусных койках и так далее, и так далее. То есть есть много вопросов, особенно по спортивному лицею региональному. То же самое это касается всех служб. Ну, примерно Вот, допустим, какой срок должен пройти, чтобы вот весь этот процесс очистки закончился? Год или сколько? Да нет, Полгода? я думаю, да нет. Я думаю, что это в течение месяца, полтора все станет на свои места. Поверьте мне, что я вам одно могу сказать, что блок Акум, что партия социалистов, я не думаю, что они пойдут на то, чтобы кто-то взял, там, поменял шапку, кепку, там, как там правильно, и все, я уже свой, не трогайте меня. Такого не будет. Это демократы и пользовались этим. Это у демократа было такое, чтобы, допустим, если ты либерал-демократ или коммунист, примкнул к ним, все, что ты хочешь, должность, все, давай, мы тебе даем должность. И на этой должности вот этого перебежчика, они их использовали. Сегодня эти люди, которые перебежали от социалистов, от коммунистов, от либерал-демократов, от либералов, прибежали к демократам, и они им дали должности. Чтобы вы понимали, и чтобы понимали все телезрители, эти люди сегодня, на них на всех есть уголовные дела, потому что ДПМ во главе с ее лидером ОПГ ДПМ Владом Плохотняком, они их взяли, так засунули в их схемы по отмывке денег, по контрабанде, по всем этим моментам, что они сейчас не знают, что им делать. Они сегодня, честно скажу, находятся в агонии, потому что они понимают прекрасно, ну что Плохотнюк, он убежал, хотя все равно он будет объявлен в розыск, согласно закону, объявится в розыск, в Интерпол, его привезут, никуда он не денется, где бы он ни был, его все равно поймают. А еще лучше, чтобы он всю жизнь прятался. Представляете, вот какого будет человек, который имеет миллиарды, который держал под страхом всю Республику Молдова, не только всю Республику Молдова, они же через Республику Молдову контролировали и на Украине власть, и в Румынии. Они же держали контроль везде. И вот я помню, депутат от блока Акум Алайба Дмитрий написал, что в апреле Порошенко, в мае Драгне в Румынии, а в июне будет Плохотнюк. К счастью, оно так и произошло. И то же самое взять, если идти дальше, то, понимаете, эта власть сегодняшняя, она никогда себе не приблизит, так скажем, экс-ДПМовцев. Я почему говорю экс-ДПМовцев? Потому что они уже стучатся. Они уже говорят, что их там бес попутал, еще кто-то попутал, только для того, чтобы оставили их в покое. Ну, в плане, они мне не интересны. Они не интересны, я уверен, и вам, они никому не интересны. Они интересны тем людям, кому они причинили зло. Они интересны тем матерям, тем женам, тем братьям, тем, скажу, сестрам, над чьими семьями они издевались. Поверьте мне, что я не думаю, что на сегодняшний день Вадим Петрович Чебан, зам Башкана, да, забыл тот момент, когда Дудник угрожал ему, его семье в прямом эфире по телевидению, на ГРТ, на общественном телевидении. Угрожал расправой его семьи, подумай, что ты сделаешь, не дай бог, завтра пойдешь там куда-то и так далее. Кстати, и так далее. где теперь Дудник, как вы думаете? Вы написали, что он в Румынии. Дудник прятался у сестры в Румынии, но я думаю, после того, как я опубликовал это, он или в Румынии, или где-то в бункере спрятался, чтобы я думаю, что ему через водосточную трубу там еду поставляют, чтобы он не умер с голода. Потому что он насколько он герой, вот, чтобы вы понимали, в 1000 раз он трус. Я это говорю созданием его
с 2014 года, особенно в 2014 году, когда он там из-под тишка ударил там Формузала, там председателя Народного собрания Гагаузии, Константина Дмитрия, и как он потом и в штаны наделал, и прочее, убежал, чтобы его не могли поймать тогда. И быстро лег в больницу для того, чтобы... Ну, ладно, это долгая история, но одно могу сказать, что никто, он никогда не был кто-то, он никто, и звать его никак. Но другой вопрос, что через таких, как Дудник Гагаузии, да, были такие серые кардиналы, которые пытались руководить автономией, и не просто руководить автономией, они пытались держать руку на пульсе в плане бюджета автономии. Они хотели разорить автономию, они хотели, я думаю, что они по сей день это хотят делать. Но уже власть чуть поменялась, и у них не получается. Уже у них куратор с Кишинева как бы убежал. Те, на кого они надеялись, да, у них получается, что они уже не удел. Я говорю о человеке, который... Соседнего района вы имеете в виду? Я говорю о человеке, которого зовут Луцик Николай Григорьевич. Это человек, который пытался депутатов Народного собрания Гагаузии, приглашал к себе и там чуть ли не угрожал им, что будет вот так, что вы должны голосовать именно так. Это человек, который по сей день судится с исполкомом Гагаузии, чтобы ему вернули 33 миллиона лей. Петр Петрович, какое отношение имеют предприниматели из соседнего района Гагаузии и бюджету Гагаузии? Каким образом это происходит? Как это возможно? Ну, его же здесь были его сторонники, так скажем, да? Его были сторонники Дудогла и Дудник, которые не выходили из Твардицы, с его конечного завода. Там они туда возили, кстати, они туда возили этот университет. Я думаю, что ректор после этих всяких запоев там, и так далее вместе с ними должен подать в отставку. И чем быстрее, тем лучше будет для Сергея Костянтиновича Захари. Потому что он тоже запутался, не знает, какой партии ему быть. То он с коммунистами, то он был с либерал-демократами, то он демократами, потом сейчас, смотрю, мечется, хочет прийти к социалистам. Ну, такие руководители не могут быть во главе университета, тем более командовать преподавателями там, или профессорами. Они должны быть сидеть в Народном собрании пока, потому что больше он не пройдет никуда, или же подать, и в срочном порядке должен подать в отставку с поста ректора. Так вот, что я говорил по этому бизнесмену. Дело в том, что человек, который должен бюджету автономии 140 миллионов лей. Эти деньги образовались за счет того, когда его, так скажем, не то что так скажем, оно так есть, его незаконно освободили от уплаты налогов. К нему применили закон об инвестициях, об инвесторе, вот, которого освобождали, там давали налоговые каникулы. Но другой вопрос. Я бы согласился, что его можно было освободить, что он действительно там серьезный, там крупный как бы бизнесмен и должен работать в Гагаузии, платить налоги в Гагаузии, мы должны ему как бы идти помогать ему в этом. Но просто другой вопрос в том, что он здесь прикрывался, что он в Гагаузии, а его весь бизнес, вся его империя в Твардице. Ну, уже имеешь такую империю, уже как бы заработал деньги, уже имеешь как бы... Зачем тебе нужна Гагаузия? Гагаузы сами разберутся между собой. Тем более он не гражданин ни Молдовы, ничего. Он хвастается, что он гражданин каких-то британских островов, я не знаю, где он там гражданин. Но, кроме того, господин Луцик долгое время пугал здесь предпринимателей, не только предпринимателей, опять же говорю, тех же депутатов, и делал схемы. И я думаю, что когда наступит момент, господин Дудник будет у него главным свидетелем по всем этим схемам, которые, потому что Дудник, никто другой, как Дудник, не знает, как Дудник, вернее, никто другой больше не знает те схемы, которые они разрабатывали по Гагаузии. И что они планировали делать. И я думаю, что
против господина Луцика и Дудника, и того же Дудогла будут возбуждены уголовные дела за попытку дестабилизации региона, за попытку силовым путем захватить власть, за попытку запугать депутатов Народного собрания. Не то, что они пытались пугать, они их покупали, того же Манола, этого Михаила Скангаза, Манолова, они его купили, дали ему какую-то должность там твардиться, и вот он сейчас рад служить своему хозяину, барину, голосовать против Гагаузии, хоть днем и ночью. Когда ему позвонит Луцик, он прибежит и проголосует. Но всему приходит конец, понимаете? И даже то, что Луцик долгое время говорил, я и предупреждал, пугал здесь многих там бизнесменов, опять же вернусь, даже взять часть, опять же, народных собраний депутатов, он всем утверждал, что прокурор, который исполняет обязанности прокурора Гагаузии Василий Стойнов, это опять же его ставленник, и если кто что-то не понимает, уголовные дела у Василия Стойнова уже готовы на всех, кто не будет слушать поручения, не будет выполнять поручения господина Луцика. Ну, что я могу сказать вам, Николай Григорьевич? Вы хотели засветиться, вы хотели показать свое «я» в Гагаузии, что вы кем-то являетесь в Гагаузии, и что-то можете решать. Так вот, я вам скажу, вы никто, и звать вас никак в Гагаузии. Если вы твардите, там, чувствуете себя каким-то царьком, это ваше право. А здесь пройдет расследование, и если господин Стойнов действительно выполнял ваши указания возбуждать на кого-то на какие-то дела, Стойнов не будет больше его здесь работать. Я думаю, что тот же Стойнов возбудит против вас уголовные дела за попытку незаконного захвата власти в автономии. И если вам это нужно, я вам докажу, что вы это делали. Будут свидетели, которые это докажут, что вы именно попытались захватить власть в Гагаузии. Кроме того, вы нарочно пытались также обанкротить Гагаузию и пытаетесь по сей день. Потому что те договора, те гарантии, которые вам дал Дудоглу, те гарантии, которые вам дал Дудник о том, что они смогут через Народное собрание Гагаузии, через суды, особенно через подконтрольные суды в Камрате, апелляционной палате, кстати, тоже должны подумать о своей дальнейшей работе, что они пытаются делать, они хотят работать по закону или по указке, по звонку. Они пытались через суды, опять же, забрать с бюджета Гагаузии 140 миллионов лей. У них не получилось, они сейчас остановились на 33 миллионах, которые они хотят также забрать из бюджета Гагаузии. Я надеюсь, что в связи с бегством маленького карлика, лидера ОПГ ДПМ Влада Плохотнюка из страны, всех его там этих приближенных, там, скажем, Яралов, Константин Ботнер, Барсетка, который приходил здесь депутатов, покупал пачками, там, кому 20 тысяч долларов давал, кому там 15, кому сколько денег давал, для того, чтобы депутат Народного собрания Гагаузии, делая все возможное, вот это, так скажем, сформированное большинство, и чтобы они голосовали против автономии, против своего избирателя. К сожалению, часть из них не смогли, увидев деньги, не смогли остановиться, они забрали их, и я думаю, сейчас многие из них жалеть будут и жалеют об этом, потому что их тоже не надо обижать, этих депутатов Народного собрания, так называемое большинство. Почему? Потому что многие сейчас будут рассказывать, как их твардицу собирали, какие ЦУ им давали. Это сейчас будут рассказывать, и это будет. Меня абсолютно не интересует бизнес Николая Григорьевича Луцика. Меня абсолютно молодец, если он там смог построить такую империю, молодец. Я сегодня восхищаюсь умными людьми, но не дураками. Но я не понимаю людей, которые, считая себя умным, становятся через определенное время дураком. Если вы считаете себя бизнесменом, занимаетесь бизнесом, но не лезьте в политику. Если заработав миллиарды и дойдя до такого возраста, вы так и не поняли, что если два политика между собой разбираются и туда между ними становится бизнесмен, поверьте мне, господин Луцик Николай Григорьевич, что страдает бизнесмен, потому что в политике есть интересы. И вы, как крупный бизнесмен, вы всегда будете интересны всем. Вы когда-то были очень интересны коммунистам, потом либерал-демократам. Потом особенно вы очень радовались, когда арестовали Филата, и вы быстро начали рассказывать, какой все-таки молодец Николай Дудогл с Корнелом Дудником, особенно с их папой Владом Плохотнюком. Тут думаю, что ваше восхищение в этом
закончится или закончилось не так удачно для вас и ваши планы по захвату автономии. К сожалению, для вас, для ваших лакеев, которые там за 50 грамм продали и пытаются продавать автономию, уже не осуществится. Ваши планы, так скажем, планам вашим не пройти. Я думаю, что и таможня скоро там расскажет, и выйдет на таможне тоже будут, как бы так скажем, некоторые разъяснения, как так получалось, что французские там коньячные, так называемые коньячные спирты. Duty-free, я слышал, уже закрывается. Как там? Нет, там есть заправочные станции при есть, таможнях. Ну, это то, что касается не то, что было принято под контрабанду. А я говорю о другом. Я говорю о том, что взять, как приходили там якобы по документам коньячные спирты из Франции. На самом деле они делались из нашего гагаузского винограда Зайбер. И они становились там каким-то дорогим коньячным спиртами. Ну, Николай Григорьевич лучше это знает. И я думаю, что на таможне тоже скоро кое-кто начнут давать, так скажем, разъяснения, почему одним кодом приходила вода, а растамаживали ее как, допустим, там что-то другое. Или же наоборот, приходили спирты, а растамаживали как воду. Есть много вопросов, поэтому я всегда говорил и повторяюсь всегда, что не надо лезть в Гагаузию. В Гагаузии есть руководство. Нравится оно, не нравится, в Гагаузии разберутся сами. Есть исполнительная власть, есть законодательная власть. Это прописано в Конституции. И не должно волновать людей извне, пришельцев каких-то, которые там на горбу наших же гагаузов заработали себе там миллионы, чтобы приходили и пытались издеваться над нашими гагаузами или же болгарами, украинцами, русскими, всеми теми людьми, которые проживают на территории автономии. Зря вы это делаете. Валерий Иванович, пригласить поможет. Уважаемые друзья, для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, я хотел бы напомнить, что вы смотрите и слушаете программу «Политика» с Георгием Яланжи, и сегодня я беседую с экс-депутатом парламента Республики Молдова Петром Петровичем Влах. Петр Петрович, ситуация в Народном собрании Гагаузии. Ну, как известно, у нас в Народном собрании всего лишь один официальный член Демократической партии, и он же является председателем Народного собрания Гагаузии. В нынешних условиях, когда Демократическая партия ушла в оппозицию, я думаю, что она будет там находиться очень долго, потому что мы все знаем, что эта партия натворила за эти годы в Республике Молдова. Стоит ли ожидать переформатирования структуры управления в Народном собрании? Стоит ли ожидать каких-то отставок? Ну, давайте я вам скажу другое, по-другому. Что касается Демократической партии, которая будет долго находиться в оппозиции. Она не будет долго находиться в оппозиции, потому что на досрочных выборах, которые, если пройдут там весной или осенью на следующий год, если вообще произойдут эти выборы, она как партия, она больше не пройдет в парламент. Она не наберет те 6%, которые барьер 6%, чтобы пройти в парламент. То есть вы считаете, что коалиция продержится недолго? То есть вы говорите весной, осенью? Подождите. Я не сказал, что... Я же сказал, что если весной или следующей осенью, там, или я вообще хотел бы, чтобы пока не наведется в стране порядок, если они избраны на 4 года, зачем тратить деньги? Надо работать 4 года. Главное, чтобы не ругаться, главное, чтобы не слушать, чтобы у нас не получился какой-то теневой человек, как был в Молдове. Координатор альянса. Этот Плохотнюк, здесь в Гагаузии пытался быть им Луцик, чтобы вот таких людей надо изолировать от нормального общества, чтобы они были там, сидели у себя в своей империи, которую они построили, и сидите, пока вас не трогает. Ну, это касается Луцика, пока пусть сидит. А что касается Плохотнюка, он не должен быть в стране больше, не только он. Если он и придет в страну, то он должен прийти в наручниках, и как положено, и он должен понести наказание по этим вопросам. И вот эти вот деньги, которые были украдены с банка де экономии, да, они обвиняли в этом Филата. Нужно обвинять по-разному Филата. Я бы обвинил Филата только в том, что он где-то не показал себя как мужчина, так скажем, до конца.
не повел себя, где-то так. А в других каких-то Петр моментах... Петрович, я не хочу, извините, я перебиваю вас, не хочу защищать Филата. Я думаю, что ему тоже есть за что отвечать перед законом, но, по крайней мере, он не сбежал из страны, когда Я его не судили. защищаю. Он не сбежал, он остался. Я его не защищаю, он остался в стране. Он сел в тюрьму, да, он сидит там в тюрьме, да, радуется кто-то, я же говорю, больше всех радовался этому Луцику, он здесь бегал, все, мы сейчас власть возьмем. Какую власть возьмешь? Так вот, в Народном И собрании ситуация. Что касается Народного собрания. Что касается Народного собрания, я не думаю, что Владимир Михайлович Кыса такой демократ, как его хотят приписать. Да, он представлял ДПМ. Но он пошел от ДПМ в то время, когда ДПМ, так скажем, была у власти. И я думаю, что он пошел тогда для того, чтобы помочь, чтобы какие-то дополнительные средства пришли в Гагаузию. Но, к сожалению, у него были проблемы. У него были проблемы почему? Потому что у него руки были завязаны. Были завязаны его руки Дудогла и Дудником, которые просто приходили в Народное собрание и всегда координировали. То есть они делали все возможное, чтобы Владимир Михайлович был не в первой роли, а чтобы эти были всегда в первой роли. Потому что их же люди не выбирают, чтобы они были в первой роли. И вот они хотели как бы за счет кого-то там, за счет чего-то там быть в первых ролях там и этим они пытались как бы где-то как-то руководить Кыса. Я не видел какого-то зла, так скажем, или же чтобы что-то плохое было сделано именно Кыса для Гагаузии. Другой вопрос, должен ли он еще находиться в Демократической партии Республики Молдова, это другой вопрос. Нужно ли ему это? Тем более, я же говорю, что я понимаю, если бы ихнего лидера арестовали, он мог бы там говорить, что он там, как бы, пусть разберется суд, потом я приму решение. А лидер бросил их, как трус, убежал, оставил их. Мало того, он же, Плохотнюк же, ну, мало того, он взял, что он еще сделал? Он для того, чтобы успеть, после того, как была сформирована коалиция, Акум и социалисты, что он сделал? Он берет в субботу, через день, в воскресенье, организует там митинг какой-то там на площади, и он подставляет этих всех, наших же гагаузов, того же Дудника. Они пришли там, кидали там Индюков в президентуру. Он берет, подставляет, опять же их, зная, что он через пару дней убежит. Ему это нужно для чего? Нужно было это время. Ему нужно было потянуть для того, чтобы успеть что-то, которое есть его наличными, а у него наличными было, я не знаю, но так где-то 1 500-600 000 евро было наличными. Ему надо было это все вывозить. Ему надо было успеть все вывести, пока здесь типа они как бы разбираются по, типа они отстаивают решение Конституционного суда. Кто просил того же Дудника? Я уверен, что он будет смотреть эту передачу, и он будет жалеть, он может обидеться то, что я говорю, но он-то поймет, что я правду говорю, потому что их Плохотнюк взял, подставил, и подставил конкретно. Захватом даже тех государственных учреждений, министерств, где они силовым методом удерживали, не пускали до министров. Подождите, кто вы такие, ребята? Для этого есть полиция, пусть дадут команду полиции, и, пожалуйста, пусть они не пускают, если есть решение Конституционного суда. Но какое отношение имели к этому спортсмены? Даже камрадские спортсмены там были. Какое отношение к этому имел Дудник? Ты уже не депутат, никто. Ну дали тебе индюка, ну поноси его. Наделал на тебя индюк, иди почисть брюки, иди домой. Иди. Вот я даже не знаю, что про этих людей можно говорить. Или взять, но он... Я помню, когда он, как герой, сказал, что если бы меня Григорчук ударил как Сырбу, то я не знаю, что он бы оказался там на месте Сырбу, то я не знаю, что там было бы. Да. Вы знаете, я Павла Григорчука, этого парня, знаю, общались пару раз. Я знаю, с 10-го года его. Да. Я его тоже знаю, когда-то они меня там, когда я был депутатом, они меня там ходили камерой, снимали. Гренада.мд. Да. Я когда иногда даже злился на этого парня, как бы так скажем.
Но я потом заходил в парламент, да, я смеялся, просто как бы даже взять какие-то вопросы задавали, вот в лоб зададут вопрос, и не знаю, что ответить. И получалось, что вот они это снимали, тут же пока выкидывали, что вот депутат не может ответить на этот вопрос. Вот когда вот идешь, думаешь о чем-то, и тут тебе такой вопрос взять. Даже в этом вопросе, да, в этом вопросе, я уверяю, что был бы Дудник, Григорчук дал бы ему по голове и не испугался бы. Не сыр бы, а и Дуднику бы дал по голове и не испугался бы. Он не трус, этот парень. В отличие от Дудника, который грозился, что вот не дай бог, если бы он ударил бы меня, он бы там меня и так далее, и так далее. Ну что сделал Дудник? Идет девушка, просто девушка работает, журналистка. Взять, сорвать, негодяй последний, идиот, блин, редкостный. Взять, сорвать у девушки рюкзак. И потом, это не я, это не я. Так имей смелость уже скажи, что это ты сделал. Блин. И причем вот эта девушка. Она работает, она журналист, она работает. У меня же тоже много было и провокаций журналистам. Я с вами тоже было. Было, Ну там где-то по телефону, мы все забыли, встретились на следующий день, чай попили, забыли. Ну, посмеялся, остыл, все нормально. Или сказал что-то, сделал что-то, возьми на себя смелость. Что ты боишься? Ты же герой. Ты же герой, что ты? Кстати, чего убежал? Вернись. Вернись нормально, сядь в КПЗ, найми адвоката. Выйдешь, не переживай. Лет через 15. Петр Петрович, на этой неделе вы приняли участие в челлендже, в эстафете, которая есть в социальных сетях, и сказали, что вы выйдете 30 июня на выборы Башкана и передали эстафету составами Оглан Калгиделим депутату Народного собрания Екатерине Жиковой и экс-депутату парламента Николаю Дудоглу. Я не видел, чтобы они приняли или бы отвергли эту эстафету. Ну, я эту эстафету передал без слов Оглан Калгиделим. Я просто передал. У меня в репертуаре моих песен не было такой песни. Я шансон могу спеть. Но у вас есть песня на гагузском языке тоже. Есть. С Виталием Манжел вместе. Да. Было время, были звездами интернет. Не интернета, там, Камрадской площади. Но как бы так, для юмора. Но да, я на полном серьезе им передал эстафету. Николай Харлапович, я думаю, что тоже выступит на этой неделе, потому что все-таки он должен выйти и сказать, что выходим на выборы, потому что Дмитрий Манол наш кандидат. Также я думаю, что Екатерина Федоровна Жекова должна выйти, потому что так в кулуарах где-то я слышал, что Василия Георгиевича Аладова именно она поддерживала. Поэтому я думаю, что они должны выйти и призвать тоже людей, чтобы вышли на голосование. Да, пусть у них там не будет заставки, там, что любим Гагаузию там, или так далее. А я, когда вышел с такой инициативой и передал им эстафету, я на полном серьезе это сделал. Надеюсь, что Екатерина Федоровна все-таки скажет свое слово и поверит народ, пойдет за ней, потому что она все-таки депутат Народного собрания Гагаузии, избранная, хоть и с поддержки Башкана Гагаузии Ирины Федоровны Влах. Насчет Дмитрия Манова. Этот кандидат каждый день пишет всякие заявления в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию, в Генеральную прокуратуру Молдовы и заявляет о том, что действующий Башкан применяет якобы административный ресурс. Но в то же время сам делает брифинги у себя в кабинете в Молтелекоме. И ездит на машине, даче, я там сейчас не помню, госномер. Давайте вот так. Ну, он не от себя пишет. Я же вам почему говорил про Луцка. Это опять же идет команда Луцк. Луцк не может простить то, что его отменили этот закон об инвестициях, там есть 140 миллионов лей. Он сейчас судится с полком по 33 миллионов лей, он хочет забрать. Я знаю, что из этих 33 он должен половину отдать Дудоглу и Дуднику. Поэтому они были уверены, что они выиграют эти суды, и у них все получится. Дмитрий Петрович Манол пишет сегодня и будет писать вот эти вот заявления в прокуратуру до тех пор, пока Луцк будет говорить и всем хвастаться о том, что Стоянов Василий Васильевич, прокурор, который исполняет обязанности прокурора Гагаузии, является его ставленником и его человеком. Луцк даже в некоторых местах, не стесняясь, говорит о том, что любой звонок и на любого есть уголовное дело. Поэтому они надеются на то, что чем больше Дмитрий Петрович будет писать заявление в прокуратуру, то тем больше будет уголовных дел открыто на Ирину Федоровну Влах.
У них, кстати, это что-то, я не знаю, им не нравится, видимо, фамилия Влах. 2 года писали только на меня заявление. Сейчас отстали от меня, перешли на Ирину Влах. Ну, зря они, конечно, это делают, потому что Влах — это все-таки Демир. Демир, чтобы сломать, это надо, можно голову сломать, но Демир никогда не скрутить. Поэтому сидели бы спокойно, ребята, писали бы заявления друг на друга, а лучше приготовьтесь к тому, чтобы давать явку с повинной написать, как вы дошли до этого, как вами руководили извне, там, из Твардицы, в подвале вам там наливали. Это вас ждет. Я вас не пугаю, даже и не предупреждаю, просто как бы вам такой совет такой, чтобы, потому что никогда уже не будет того беспредела в Гагаузии и в Республике Молдова в целом, который был несколько лет, будучи, когда вы были у власти. Этого больше никогда не будет. Люди сегодня понимают, где реальная власть, люди сегодня понимают, что вот это вот разделение, и слава богу, что люди это поняли и понимают, и слава богу, что в первую очередь это поняли политики, потому что куда поведут политики, туда идет, в принципе, и электорат. Поэтому, слава богу, что, еще раз говорю, что люди сегодня не рассуждают по векторному развитию. Люди сегодня рассуждают по развитию Республики Молдова и автономии, вернее, Гагаузии и автономии и Республики Молдова в целом. Потому что вот это вот деление, мы идем на запад, а мы идем на восток, оно всегда сталкивало людей, и из-за этого страдал бизнес, и из-за этого страдал бюджет, из-за этого люди уезжали и не могли найти, из-за этого разваливались семьи. Сегодня и Восток, и Запад все объединились для того, чтобы Молдова стала действительно тем процветающим государством, которое должно быть, о котором мы всегда говорили. Я говорю как политик, как человек, который был и в парламенте, который всегда говорил о том, что я хочу, чтобы Молдова наша была развита, и люди, которые приезжали бы сюда, в Республику Молдова, они находили себе здесь, своим деньгам здесь, как бы, покой, и чтобы их деньги здесь работали, давали прибыль им, и тут же давали бы возможность людям зарабатывать и быть дома возле своих семей, возле своих детей. То есть и это на сегодняшний день есть, и нам некому делить, никто нас не будет делить. Нас не будут делить уже такие, как Луцик, такие, как Плохотнюк, Догла, там, Дудник, они уже нас не будут делить, людей, на то, что мы уходим на Россию, а вот эти говорят про Европу, а давайте там в России коррупция, а в Европе геи, это уже не будет. Потому что те, которые сегодня будут называть европейцев или кого-то геями, это значит, они сами геи. И если не открытые, то они где-то по-любому этим занимаются. И если же говорить о коррупции, то опять же это их касалось, потому что такой спрут, который был создан здесь в Республике Молдова, что коррупционные вот эти схемы, как выводились деньги и как все разворовывалось, как людям запрещали разговаривать, сегодня это уходит в историю. А те, кто это сделал, о них будут долго помнить. И я думаю, что очень скоро они все будут там, где должны быть, в тюрьме. Петр Петрович, я вас благодарю за это интервью. Если у вас есть что-то добавить к сказанному или обратиться к жителям Гагаузии, пожалуйста, у вас есть такая возможность. У меня одно такое, так скажем, обращение к населению Гагаузии. Уважаемые жители автономии, я хочу к вам обратиться как экс-депутат парламента, как муниципальный советник, муниципикомрад действующий, чтобы 30 июня, несмотря ни на что, мы все вместе вышли на выборы, проголосовали, голосуйте за кого хотите. Там есть кандидаты, все кандидаты, я думаю, что если они зарегистрированы, если за них люди дали подписи для того, чтобы получить регистрацию, они все достойны быть башканами. Выйдите, выберите любого кандидата, который вам нравится, который вам подходит по сердцу. Не слушайте людей, которые сегодня агитируют, делают все возможное, чтобы выборы не состоялись. А те, которые сегодня говорят о том, что надо бойкотировать выборы. Те, которые говорят сегодня, что надо бойкотировать выборы, мне жаль этих людей, потому что гагаузские выборы никогда не должен бойкотировать. Если вы
вам чем-то не нравятся какие-либо выборы, пожалуйста, выйдите, объявите о том, что вы бойкотируете парламентские выборы. Если вам разрешат, опять же, ваши хозяева. Спасибо. Спасибо, Петр Петрович. Уважаемые зрители, я напоминаю, что вы смотрели программу «Политика» с Георгием Яланже. Сегодня я беседовал про политику с экс-депутатом парламента Республики Молдова Петром Влах. Следите за новыми выпусками на моем канале в YouTube, пишите комментарии и ставьте лайки. До свидания.